Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости канала. Огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои дорогие, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Какое исполнение ждет вас в ближайшее время? В ближайшее время вы можете загадать самостоятельно. Только не загадывайте 1-3 дня. Чуть-чуть больше дайте времени. Я буду смотреть на месяц. Если тема вам интересна, посмотрите на песочек, назовите свое имя и загадайте на себя. Так и спросите, какое исполнение ждет меня в ближайшее время. И назовите время, которое вы загадали. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, какое же исполнение ждет вас загаданное вами время. Угу. Так. Смотрите, мои дорогие, здесь в исполнении идет соединение любящих людей. Люди друг друга любят, но у каждого есть какие-то камни за пазухой, либо какие-то проблемы, какие-то узкие места, которые вы друг от друга скрываете. И казалось бы, да, вот визуально вам никто и ничто не мешает, но вот эти внутренние барьеры ваши, они мешают. Здесь я вижу, что люди, вопреки каким-то, может быть, страхам, опасениям, либо тяжести, да, внутреннего состояния, все равно пойдут навстречу друг другу, потому что есть чувства, есть эмоции, есть желание и есть потребность, чтобы быть вместе. Это может касаться не только любви, да, влюбленных парочек, но и семейных отношений, то есть отношения с детьми, отношения с родителями, отношения с близкими. То есть здесь люди соединяются, видите, друг другу руки дают и вместе начинают рисовать свой новый путь. Путь к мечте, путь к исполнению, путь к счастью, обоюдному счастью. Здесь будет очень важно, как и для вас, так и для вашего, например, партнера, да, либо близкого человека, чтобы каждый был счастлив, каждый был доволен, и у каждого было то, чего он заслуживает, и то, чего он ждет от жизни. Это первый момент. Здесь, кстати, могут отыграться и встречи людей, которые, например, никогда не виделись, либо встреча людей, которые, ну, знаете, как желали бы этой встречи, да, но какие-то есть перепоны, какие-то есть барьеры на то, чтобы встреча состоялась. Встреча будет, обязательно будет. И эта встреча будет самой яркой, самой доброй и самой-самой целительной для вас, для вашей души, для вашего сердечка. Вот как-то так отыграется. Здесь будут даны какие-то клятвы, здесь будут даны какие-то обещания, очень мощные, но они будут 100% исполнены. Исполнены так. Вы знаете, человек сам себя не пожалеет, да, но исполнит данное обещание. Вот эти обещания, они в будущем очень сильно отыграются в вашей жизни, в вашей судьбе и отыграются все в положительную сторону. Вот это замечательно. Так, кто-то у меня ждет возврата, возможно, каких-то долгов, либо возврата вещей, да, потерянных, может быть, вещей, либо кто-то у вас что-то брал попользоваться, да, но человек не отдает, и вы ждете. Возможно, вы даже какие-то санкции предпринимаете к этим людям, может быть, даже в суд подали, либо вот ждете какого-то разбирательства. Я скажу так, на время, которое вы загадали, к вам обещанное или ожидаемое не вернется, но вам вернется оттуда, откуда не ждали. То есть давно забытая, давно утерянная, либо чья-то благодарность запоздалая. Вот что-то идет гораздо круче, гораздо мощнее, чем вы, например, желаете. Вот это вы получите. Но то, на что вы думаете сейчас, к вам вернется
гораздо позже, чем вы загадывали срок. То есть я смотрела на месяц, это значит где-то 3-6 месяцев. Вот как-то так. Если вы где-то с кем-то судитесь, то же самое. Ситуация там суда растянется на 3-6 месяцев этого разбирательства. Либо если вы требуете с должника что-то, то же самое. Через 3-6 месяцев человек вам вернет. Но вам на ближайшее время идет компенсация чем-то другим, более, скажем так, для вас и важным, и полезным. Просто вы еще об этом не знаете. На работе у кого-то ситуация с повышением связана, либо с какой-то работой, с какой-то должностью. Здесь, ну, скорее всего, похоже на женщину, либо женщина переживает за то, что нет повышения, нет должности у супруга, например, либо женщина за себя думает и переживает. Послушайте, вы, либо ваш супруг как-то неправильно поступаете. Здесь человек-трудоголик, человек гиперответственный и человек себя обесценивающий. Пока у вас есть такое отношение к работе, либо к делу, которым вы занимаетесь, никаких повышений и никаких, скажем так, бонусов за ваш труд вам не предвидится. Здесь, знаете, вот хочется сказать, нужно забить на свою работу, стать более таким, знаете, человеком, может быть, тщеславным и человеком, который, ну, со своим шкурным интересом, да, то есть лишнего не сделает, пока ему за это не заплатят. Вот нужно немножечко вот эту тему в себе развить. Я понимаю, что честному человеку очень трудно перестроиться и трудно воспользоваться тем советом, который дает песок, но попробуйте, хотя бы попробуйте. Дайте себе вольность, дайте себе какой-то вот установку, да, что я типа должен либо должна больше отдыхать. И если моему руководству либо начальнику что-то от меня нужно, они должны понимать, что только промотивировав меня, действительно промотивировав, они могут получить результат. Не бойтесь, что вас уволят. Вас не уволят, потому что вы очень ценный работник. И так как вы выполняете свою работу, никто не будет это делать. И ваше начальство об этом тоже прекрасно знает. Здесь, знаете, такое вот впечатление, хочется сказать, да, что, возможно, на вас просто вот катались, да, оседлали вас и катались. Типа лошадка все равно работает, можно и работу на ней делать, да, и поле пахать, и еще и покататься, съездить, да, по своим делам. Вот этот момент. Здесь, конечно, нужно с себя начать. Как только вы себе цену, скажем так, назначите, ее озвучите своему начальнику, в тот момент вам и начнут выплачивать, да, заслуженные вами давно уже заработанные денежки. До этого момента, если вы полагаетесь на честность, на ответственность и на действительно справедливость, к сожалению, нет. Вот с вашим начальником, с вашим руководством этого не будет. Для тех, кто у меня в бизнесе, да, у кого бизнес прогорает, либо вот вы чувствуете, понимаете, что теряете очень много по бизнесу, вот вам, как бы сказать правильно, либо сон снился, либо кто-то вам идею какую-то говорил, либо у вас какая-то мысль была, какая-то нестандартная, необычная, неформатная, что-то вот уже у вас в воздухе летает над вами, что-то вы уже понимаете для себя, либо чувствуете для себя, но пока еще не принимаете. Вам нужно переформатировать свой бизнес. Здесь нужна перезагрузка, понимаете, полная перезагрузка, и нужно действительно вот время такое, да, когда нужны какие-то кардинальные перемены, не побояться этих перемен, на них пойти. То есть какой-то нестандартный подход к ведению вашего бизнеса, либо вот прям полностью в корне поменять сегмент, либо сферу деятельности здесь. И вы уже знаете, что надо делать. Вам уже пришла эта информация, либо вы сами ее придумали, либо ваша интуиция подсказала, либо кто-то вам озвучил какую-то идею. Вы, может быть, ну, посмеялись над этой идеей, либо подумали, что ну ерунда какая-то, да, а это была истина. Подумайте, вспомните, вы и сами чувствуете, что здесь нужны какие-то вот прям глобальные перемены. Займитесь этим вопросом. Вы можете не только спасти свой бизнес, но и набрать обороты, конкретные обороты на будущее. Так, здесь кто-то желает автомобиль. Вот как хотите. Это автомобиль, либо какое-то транспортное средство, что-то с колесами. Страстное желание получить этот автомобиль. В то время, которое вы загадали, вы не получите. Вы не получите, потому что ну, вы к этому не готовы еще до конца. И еще такой момент. То, что вы хотите, либо ту марку, либо ту модель, либо тот цвет,
ну, скажем так, это для вас не подходит. Вот не подходит и все. Там ситуация будет другая. У вас будет исполнение неожиданно для вас. Вас подведут, либо покажут, либо как-то, вот знаете, перед фактом поставят, да, не то, чего хотите, не то, о чем сейчас мечтаете. Но если вы пойдете по зову судьбы, по предложению, которое вам будет давать судьба, вы нисколько не потеряете, вы нисколько не разочаруетесь, а наоборот приобретете. То есть, ну, допустим, да, вы хотите там маленькую компактную машинку, да, там, розового цвета, я утрированно говорю, да, вот, и вы вот все время смотрите, там, мониторите рынок, да, сколько что где стоит, где покупать, но у вас, например, денежек не хватает, либо как-то там цены скачут, либо все время какой-то блок идет, да, блок. Вот не получается, не получается, не получается. Потому что вам не нужна эта машинка. Вам эта машинка ничего хорошего не принесет. Тут вас, знаете, как под крылышко ангелы взяли, да, и они вас вот прям будут направлять туда, где вам будет хорошо. Будет у вас это приобретение, скорее всего, это будет следующим месяцем идти, либо даже вот каким-то, либо сами себе подарок сделаете, да, какому-то большому празднику, либо кто-то вам, либо совместно с кем-то в корпорации будет у вас подарок этот идти. Будет обязательно, но другая марка, другой цвет, модель может быть какая-то другая, что-то другое будет, более лучшее для вас. Так, здесь у кого-то жилье. Проблемы с жильем. То ли жить вообще негде, то ли там, где живете, вы себя очень плохо чувствуете. Какой-то такой момент. Смотрите, вы без крыши не останетесь. Это первый момент, вот, чтобы вы для себя знали. Здесь вплоть до того, что какой-то человек вас выручит просто в один момент. Да, неожиданно, в самый крайний момент человек вам выручит, выручит, что-то вам сделает какое-то предложение, либо куда-то позовет, скажет: пойдем, вот у меня там есть, либо я знаю, либо я могу тебя приютить. А для тех, у кого некомфортные условия жизни, здесь, опять же таки, да, благодаря какому-то человеку, либо помощи этого человека, либо идеи этого человека, вы либо какую-то уборку сделаете, такую прям, вот хочется сказать, что убираете, либо чистку в доме сделаете, и все у вас поменяется. И атмосфера очистится, и вы себя начнете лучше чувствовать, и уже как-то другими глазами посмотрите на свое жилище. У кого-то, кстати, какие-то перестановки могут идти, может быть, обновление мебели, либо какой-то, может быть, даже косметический ремонтик вы будете делать. То есть здесь идут перемены посредством качественных изменений. Понимаете, вот как-то так произойдет. Но, опять же, подсказка идет. Подсказка от человека, которого, ну, ангелы посылают. Тут по-другому не скажешь. То вообще у вас знак ангела в венце идет. То есть у вас все будет происходить по воле Вселенной и при помощи ангелов, при помощи духов, при помощи высших сил, потому что как-то вот, знаете, вас как под крыло, вот прям так хочется сказать, вас взяли под крыло. Понятно, что некоторые вещи будут для вас немножечко странными, либо реализация будет казаться странной, но поверьте, это лучшее, что вы могли получить. Доверьтесь высшим силам, доверьтесь ангелам, все будет замечательно. Так, и момент, связанный, ну, скорее всего, либо здоровье, либо беременность, либо какое-то желание что-то поменять, улучшить. Но опять же таки связано с телом, с физическим здоровьем. Для тех, кто не мог забеременеть, либо кто забеременел и теперь переживает, что будет с этой беременностью. Ну, во-первых, если вы будете так стрессовать, если вы так будете переживать, то у вас на фоне повышения эмоциональной активности могут быть, ну, болевые ощущения, могут быть, знаете, как фантомные даже какие-то боли могут происходить. То есть какая-то может быть накрутка. Вы должны себя сдерживать вот в эмоциональном порыве. Здесь почему-то вот как-то какой-то раздрай у вас идет эмоциональный. Вот здесь важно поработать.
Я тут не могу дать вам никаких советов, да, я не могу там вам посоветовать принимать успокоительное, либо там что-то другое делать. Нет, здесь вы должны сами себя взять в руки и понимать, что вы это делаете для своего будущего дитя, да, для своего здоровья. Об этом всегда думайте. У вас получится, может быть, не с первого раза, но получится. Для тех, кто хотел бы что-то вот в себе улучшить, да, вот это ваше время. Здесь все будет просто прекрасно. Тьфу-тьфу-тьфу. Улучшения будут, ну, не знаю, головокружительные какие-то, да, вы даже и сейчас предположить не можете, какой прекрасный результат вы получите. Если вы хотели пройти какой-то курс, там, может быть, уколов красоты, может быть, что-то где-то там удалить, убрать, почистить, поверьте, доктор будет просто уникальный, гениальный доктор, который вам сделает все на высшем уровне. Вы потом устанете его хвалить. Да, вот такой момент идет. Здесь человек преобразится однозначно. Преображение будет просто вот когда прекрасный лебедь, да, царь-лебедь. Так, ну и для здоровья. По здоровью то же самое. Вот смотрите, вы что-то делаете не так. Что-то вы такое делаете, что ваше здоровье от этого только лишь ухудшается, либо лечение, которое вам назначено, либо которое вы проходите, не дает тот результат, который должно. Пересмотрите свой распорядок дня, пересмотрите свой рацион, пересмотрите свой образ жизни. Что-то вы делаете не так, и из-за этого вы никак не можете войти в ремиссию. Вот поверьте, причина, скорее всего, в вас. Потому что вы у меня идете, вот человек, который, во-первых, смотрит влево, и, во-вторых, у вас дырочка внутри. То есть что-то вы упускаете, что-то вы не делаете. Как только вы поймете, да, как только вы поймете, что на вас так сильно влияет, ну, например, да, человек аллергик, и пытается вылечить свою аллергию, но при этом там, у него пищевая аллергия, да, он потребляет, ну, допустим, сахар. Да? Если вы знаете, сахар — это очень сильный аллерген, и вы вроде как говорите, я же сладкое не кушаю, да, но при этом я там пью чаек, да, там, с сахарком. Вот где-то здесь, вот какой-то мелочи находится разгадка, либо ключик, да, к вашему здоровью. Пересмотрите, прям подумайте, хотите, на бумажечку запишите, вы найдете эту ситуацию, и у вас все по здоровью будет замечательно. Найдите, покопайтесь в себе, обязательно найдете. Так, ну и главное хочу сказать, тут главное исполнение идет в решении какого-то просто титанического дела. Дело это очень сложное, очень важное, тянется уже не первую неделю, а может быть даже и не первый месяц, а у кого-то даже и не первый год. Но это дело будет решено. У вас буквально до решения этого дела осталось 3 периода времени. 3 периода времени — это может быть как и 3 дня, так и 3 недели. Вы решите. Причем решите вот какой-то момент отчаяния, да, что кажется, что все, надо сдаваться, нужно там сидеть на попе ровно. А вы скажете, да нет, я решу, и вы решите. Будет поставлена крупная точка. Вы будете очень собой гордиться и будете очень довольны, что вы это дело все-таки решили, вывели эту ситуацию на свет Божий. Вот так вот, мои дорогие. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.